план безопасности есть для каждого, кто когда-либо столкнулся с домашним насилием. Об этом говорят в Республиканском ресурсном центре «Семья», где постоянно работает телефон горячей линии 8 800 347 5000. Можно получить поддержку психолога. Обсудим проект прямо сейчас в программе «Интервью». Вместе с нами сегодня Александра Кабанова, пресс-секретарь Республиканского ресурсного центра «Семья». Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, для чего создан телефон горячей линии, да, и много ли звонков, касающихся домашнего насилия? Телефон психологической поддержки родителей 8 800 347 5000. Он работает у нас по всей республике. Он работает в будние дни с 11 и до 8 вечера. Звонок абсолютно анонимный, бесплатный. Туда можно обратиться за поддержкой экстренной, как мы это называем, да, если, не дай бог, что-то произошло в семье. Ну и помимо вот этого плохого, будем и о позитиве. Можно обратиться за психологической поддержкой, можно обратиться с вопросами партнерских отношений, да, в семье, детско-родительских отношений и так далее. Он действует абсолютно для любого жителя республики, как мы уже сказали. Ваши коллеги говорят, что есть план безопасности. Что это означает и самые распространенные случаи? Все верно. План безопасности – это, скажем так, своеобразная памятка для женщины, где попунктно расписано, что ей следует и можно сделать в случае, если она подвергается домашнему насилию. Почему план безопасности? Почему прям памятка? Потому что в большинстве случаев, когда ты уже неоднократно, да, или много раз, или вообще впервые подверглась насилию, домашнему насилию со стороны того человека, с кем ты очень долго жила, да, кому-то доверяла, это очень сильно выбивает из колеи, и вот это позволяет структурировать немножко себя, собрать себя, ну и вообще в принципе просто посмотреть, что делать. Там попунктно, например, собрать тревожный чемоданчик, это очень важно. Документы, деньги, вещи первой необходимости, да, если вдруг придется срочно убежать из дома. Этот тревожный чемоданчик прячется где-то в определенном месте и находится там. Что еще важно делать? Сообщать родным и близким. Как бы не было трудно рассказывать, либо бывают такие ситуации, когда автор насилия, мы называем их так, автор насилия, отрезает свою жертву от внешнего мира. Нужно трубить знакомым, друзьям, близким, тем людям, которые смогут оказать поддержку о том, что в вашей семье такое происходит, чтобы потом еще в дальнейшем они смогли подтвердить это на суде. Вот. Тревожный чемоданчик, оповестить родных и близких, получить поддержку, посмотреть заранее, куда вы можете убежать. Если, не дай бог, придется бежать так, что вы бежите в пижаме и в тапочках, схватив тревожный чемоданчик, вы должны знать, не знаю, вы поедете либо к подруге, либо в кризисный центр, потому что круглосуточно мы принимаем. Не дай бог окажетесь, никому не желаем, на нашем пороге в пижаме и в тапочках, а такое часто бывает, конечно, примем. Вот. И что еще очень важно, никогда не говорить агрессору, что вы собираетесь уйти. Не должно быть таких заявлений: все, я ухожу. Нет, это спокойно, аккуратно, продуманно планируем. У вас есть чемоданчик тревожный, вы немножечко подготовились, нужный момент подгадываете и убегаете, грубо говоря. Это вот план безопасности для женщины, которая живет с агрессором, с автором насилия, и у нее есть возможность убежать из дома. Бывают ситуации, когда возможности уйти из дома нет. Это, конечно, еще страшнее, но план тоже выработан, и нужно стараться. Нужно всегда помнить о том, что под угрозой ваша жизнь, жизнь ваших детей. И вот надеемся, что в этот момент инстинкты срабатывают, и перешагнув все, да, женщина все-таки убегает. Есть еще варианты, когда с агрессором уже не живет женщина, да, уже вроде, например, ушла из отношений или рассталась, или вовремя поняла, что нужно уйти, но он начинает ее преследовать. Это тоже очень страшная история. Для таких ситуаций тоже есть планы безопасности. Они у нас есть в открытом источнике. Абсолютно все у нас на сайте, в социальных сетях и нашего центра, и на страничке кризисного центра Мухаббат. И также на сайте «Сильные не бьют». Эти планы безопасности тоже есть в открытом доступе. Александра, что мы поднимаем под домашним насилием? Что сюда относится? Смотрите, домашнее насилие подразделяют, например, да, насилие физическое, то есть непосредственно причинение вреда телесного и так далее. Бывает материальное насилие, когда забирают абсолютно контроль всех расходов и так далее, забирают паспорт, запрещают что-либо делать. Насилие психологическое, это тоже имеет место быть, это тоже насилие. И очень часто говорят, как же, вот, например, там отличить, например, конфликт от насилия, но в конфликте стороны так или иначе равноценны, да?
все мы люди живые, все мы иногда конфликтуем или ругаемся, поругались, либо потом пришли к перемирию, но мы так или иначе равнозначны на этих позициях. Но когда идет применение силы сверх, когда идет вообще всевозможное преувеличение физических и психологических способностей одного человека над другим, ну, это ведь прописано везде, никто не имеет права вообще в принципе поднимать руку на другого человека. Ну и это повод задуматься, в каком месте человек находится и с кем. Да, и чтобы понимать, Конечно. Что будет дальше, и хотя бы очень часто, да, когда мы говорим о домашнем насилии, подразумеваем, да, что это насилие мужчины над женщиной. Да, не стоит забывать, что это еще и насилие над детьми, что еще страшнее. Дети еще более беззащитны. Над детьми, ну, нам еще больше нужно заботиться о них, нежели чем совершать какие-то действия. Бывает насилие над старичками, да, ну, то есть, опять-таки, это вот то, что идет превалирование силы. Сила нам дана не для того, чтобы направлять ее не туда, куда нужно. И еще, конечно, очень страшный момент – это сексуальное насилие и над женщиной, и над детьми. Что могут сделать родственники либо близкие тех, кто столкнулся с домашним насилием, и консультируете ли вы таких людей? Конечно, опять-таки вернемся к разговорам о телефонах психологической поддержки и об акциях, которые периодически проводятся. То есть телефоны работают в ежедневном режиме, туда можно позвонить, но иногда бывают акции, это небольшой вброс информационный в СМИ и так далее, и количество звонков в такие дни увеличивается, люди еще больше слышат о них, о телефонах, и начинают звонить. Позвонить может не только женщина, которая подверглась насилию, да, не только ребенок. Позвонить может любой желающий. Опять-таки, может спросить, а вот, например, я хочу просто знать для своего просвещения, что мне делать, чтобы, не дай бог, когда вдруг, например, моя подруга или моя сестра подвергнется такому, чтобы знать, что делать, быть к этому готовым. Наверное, я бы назвала одной из самых главных, это не быть равнодушным, наверное, быть вовлеченным. Да, что нужно сделать? Есть, конечно, некая грань, что, может быть, не стоит залезать совсем в другую семью, но тревожные звоночки, назовем их так, они есть всегда. Это, например, ваша подруга жила себе, всегда жила, была яркой, счастливой девушкой, поддерживала с вами контакт постоянно, предположим, да, и тут она начала очень сильно отдаляться, очень сильно замыкаться, очень редко выходить на связь, например, да, очень резко сильно забивать, ну, назовем это так, на свою жизнь, на свое увлечение, и, ну, нужно реагировать, нужно, во-первых, доверительно поговорить, аккуратно спросить, чем, может быть, помочь, ну, в общем, не оставлять это на самотек однозначно, потому что в большинстве случаев агрессор очень сильно отрезает свою жертву от всего окружающего мира. Какая-то помощь из нее еще ведь нужна наверняка, да, вот близкие куда еще могут обратиться? Кого подключать для того, чтобы помочь человеку? Как подключать? Во-первых, ну, опять-таки, если в плане безопасности вот для женщин, которые подверглись насилию, есть пункт о том, что найдите укромное место, где сможете скрыться, да, то есть, ну, быть готовыми к тому, чтобы помочь подруге, сестре, не знаю, близкой, знакомой, если вдруг она попросит о таком, да, где-то временно перекантоваться, провести пару ночей, может быть, недель, быть готовыми помочь ей укрыться у себя. Плюс не стесняться зафиксировать все, то есть если вдруг есть, не дай бог, побои, зафиксировать на видео, на камеру, все описать, заявить в следственный комитет. Можно также сделать это в женской консультации по месту прописки, они тоже обязаны сигнализировать во всех таких случаях. Расскажите, пожалуйста, как работают кризисные центры и какая поддержка оказывается там? В Уфе у нас есть кризисный центр, ну, называем его кризисный центр, Мухаббат, слово выбрали любовь, все-таки это внушает и веру, и надежду, и любовь, то, что снова все будет хорошо, да. Отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, как раз-таки работает, базируется на базе Республиканского ресурсного центра «Семья». Это у нас. У нас есть 20 койко-мест, где мы можем оказать экстренную помощь, да, где мы можем поместить женщину или женщину с детками, если она убежала со своими детками, провести полный комплекс реабилитационных услуг. Это работа с психологами. Да. Пишется личная программа.
проводится анализ при поступлении женщин, назовем это так, проводится комплекс реабилитационных услуг, юридическая помощь, всесторонняя, закрываются очень многие юридические вопросы, у нас работают сильные юристы, психологическая помощь, социальная помощь. Помогаем устроиться на работу, если это необходимо, ищем, да, ресурсы деток в садик, либо в школу, помогаем обустроиться с жильем. У нас очень много, конечно, за 2020 год, так всегда уже говорим, очень много хороших случаев, положительных, ресурсных. Мы называем это ресурсные женщины, когда, не дай бог, что-то произошло, но ресурс был найден, и совместно с нашими специалистами женщина устроилась, женщина встала на ноги, женщина начала новую жизнь, и все теперь хорошо. Подобные отделения, да, помощи женщинам есть еще в Тетышлинском районе и в Белорецке. Они небольшие, буквально 4-3 койко-места. По всей России, конечно же, существуют подобные кризисные центры. Мы постоянно с ними со всеми на связи. Периодически обмениваемся опытом, мнениями, круглые столы и так далее. Спрашиваем, у кого что, как происходит. Бывают даже случаи, когда мы направляем женщину в другой кризисный центр. Ну, например, может быть, весной направили женщину в Краснодарский кризисный центр, потому что там у нее нашли родственников. То есть, передали из рук в руки коллегам, и теперь знаем, что у нее тоже все сейчас хорошо, она живет, и, слава богу, счастлива. Отлично. Очень коротко попрошу ответить, очень мало времени остается. Вот такие акции есть. Я не боюсь сказать, я не хотела умирать. В социальных сетях поддерживаете ли вы такие акции, когда люди говорят о том, что они пережили? Наверное, отвечу лично от себя и потом уже сформулирую от организации. Я поддерживаю. Часто нас спрашивают, стало ли больше домашнего насилия, да, не то чтобы больше стало случаев, мы стали больше об этом говорить, мы стали больше эту тему поднимать, поэтому кажется, что этого стало больше. Сила соцсетей сейчас огромная, и, конечно же, хочется, чтобы говорили, но больше в позитивном ключе. Спасибо большое, Александра. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Александра Кабанова, пресс-секретарь Республиканского ресурсного центра «Семья». И мы говорили о том, как работает телефон горячей линии психологической помощи 8 800 347 5000 и о том, как помогают тем, кто столкнулся с домашним насилием. Если нужна будет помощь, обязательно звоните на этот номер 8 800 347 5000. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.